Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Мордовское яблоко». У нас Евгений Владимирович Четвергов. Сегодня по моей просьбе тоже подготовил ответы и раскрытый рассказ о темах таких, относящихся к вечным материям, так как у нас программа частично полуагитационная. Хочу еще раз напомнить, что вот Евгений Владимирович и я сторонники Российской объединенной демократической партии «Яблоко». Это объединение демократических партий, там около 20 у них уже слились, соединились в одну общую организацию. У них там есть несколько фракций, каждая из которых представляла отдельную политическую демократическую партию. И в программе, в предвыборной, соединились эти уставы, соединились их программы этих отдельных партий. И в том числе, Евгений Владимирович, вас соединяет с этой партией то, что партия «Яблоко», в отличие от других партий, очень большой ударение, акцент ставит на поддержке сферы культуры, образования, науки. И за счет того, что избыточное количество денег, которое выделяется на военно-промышленный комплекс, на спецслужбы, на излишнее количество чиновников, нужно перенаправить на развитие сферы культуры. Я думаю, в этом вы с ними пересекаетесь. И в том числе они самая смелая партия, которая выступает против войн, которые испокон веку ведет наша страна. Вот сейчас мы ведем войну до сих пор против Украины, против Сирии, в Африке наши войска, и в Ливии, и в Южноафриканской республике. И никак мы до сих пор воюем, ведем войну против Европы, против Америки, что эти деньги, которые ведутся на агрессию против мира, нужно перенаправить на развитие вечных ценностей в российском обществе: культура, образование, науки, здравоохранение, улучшение, экология. Скажите еще об этом. Мне, собственно, надоело в России отсутствие настоящих партий и настоящих выборов. Сплошная подделка, сплошная ложь. Так государство не должно действовать. Это не в пользу. В одной из партий, я считаю, все-таки так не особо, но приглядывался к партии «Яблоко». Она отличается. У нее крен в сторону культуры, образования, языков и так далее. То есть такая партия интеллигентская. Я уже говорил и еще раз повторю, когда начинают Рыбакова, председатель называется партии, да, затирать, это какое слово? Забивать, заглушать. Заглушать, затирать, я думаю, правильные. На передачах «Пусть время покажет», это еще раз доказывает, что эта партия уникальна. И она творит не то, что творят другие. И эта партия, она не финансируется из бюджета, как мне представляется. Поэтому я все-таки отдаю предпочтение общероссийской партии «Яблоко». Будут выборы, и, естественно, я пойду, голос отдам за эту партию. Но, кстати, что у меня замечание ко всем этим выборам. Не надо голосовать за партию, надо голосовать за конкретные лица от партии. Иначе, у меня статейка вышла такая в интернете, иначе начинаются торги. Кто больше заплатит за эту корочку депутатскую. Это нечестные выборы, когда за партию проголосуют, наберут они столько-то людей, а потом начинается дележ. Вот тебе столько, это столько-столько. Я против этого. Да, и часто бывает, что от партий идут так называемые паровозы, которые на виду, они представляют партию, а в итоге оказывается, что проходят в парламент и люди совсем другие. Бывают нечестные, или те, кто заплатил деньги и для виду выставляют
других кандидатов. А в партии Яблоко всегда они выступают против так называемых паровозов. Они, если уж ты идешь, вот, допустим, Явлинский выдвигался на выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга, проголосовали, так он и весь срок переехал в Санкт-Петербург и там работал и сделал много перемен вместе со своей командой. То есть вы за честность вот этой электоральной политики. Правильно. А то так фарс какой-то получается, не выборы. Вот вы, как писатель, я вас попросил по некоторым вопросам дать свое понимание, а вы еще раз напомните нашим зрителям, как появился псевдоним Нуянь Ведяс? Это очень просто. Нуянзин, фамилия есть у нас в селе. От слова Нуяни. Нуяни. Это река, речка есть у нас в Мордовии. Нуян – это жнец, нуемс, нуемс. Вот от этого и появилось слово, это фамилия. Вот. А Ведяс это дохристианское имя. От слова, от двух слов, можно сказать. От видимс, сеять, значит. А виде, это значит правда, прямо. Вот этих слов и произошло мое настоящее рязанское имя и фамилия. Вот это. А почему вы не свою фамилию Четвергов преобразовали, а именно вот как Нуянь взяли фамилию? А потому что, чтобы возродить язык, надо использовать все. Имена, фамилии, названия улиц, названия домов, названия товаров в магазинах, передачи. Ну, все до единого. Должна создаться такая духовно-материальная среда для развития этого языка. Поэтому я взял вот этот псевдоним. Даже была попытка у меня получить паспорт на это, но как-то все было, собрал документы и потом все угасло. Вот поэтому все это нормально, так и должно быть. Ведь у ирзян фамилии появились когда? Когда? В 17 веке всего лишь. Вот я читаю материалы переписи 17 века. Там не поймешь, то ли русские, то ли полурусские, то ли еще, то и эти татарские появляются. Не было еще настоящего оформления этих фамилий. Они, вероятно, появились в 18 веке, когда полностью победило христианство. Попы взяли в свои руки регистрацию гражданского состояния, и таким образом появились Ивановы, Петровы, Сидоровы, Клади и прочее. Вот и все, просто. И еще вот перед переходом к нашей основной теме хочу вас спросить, вот почему в нашем обществе вопрос покаяния стоит на него такой блок, и нам очень трудно каяться. Вот, допустим, католическая церковь покаялась за то, что она проводила инквизицию и репрессии против тех, кто не верил в католическую церковь. И мне кажется, это дало только больше сторонников католической церкви. А вот церковь православная, она как бы отвергает то, что было насильственной христианизацией. И даже вот вы, когда выходили на пикет, как бы с просьбой признать этот очевидный исторический факт, вас в тюрьму как бы арестовали. Да, так было. Так было. Кстати, напомню, с покаянием выступили король Норвегии за то, что он делал насильственные методы ликвидации саамов. И император Японии тоже извинился. Вот эти я знаю два случая. Но православная церковь и не думает. Только лишь за то, что мы хотели признание насилия над нашим народом, нас туда отправили, в каталажку. Вот и все. Ну вот, допустим, вопрос исчерпан. Америка признала, что она совершила, по сути, конечно, тогда не было такого термина, геноцид в отношении индейцев, в отношении их культуры, в отношении там массового уничтожения. После этого, во время войны, вот часто обвиняют, что Америка японцев депортировала, да. Но это длилось сколько? Примерно 1,5 года. Во время войны их лишили собственности, когда Япония напала на Америку, их лишили собственности, их депортировали в гетто своеобразно, их поместили. Но через 1,5 года всем японцам, американским японцам вернули имущество, компенсировали вред. Японцы подали в американские суды, и что
И через судебные решения американские суды поручили официальные государственные американские власти компенсировать ущерб этим, потому что это такие же американские граждане. И американская система смогла это уравновесить, что действительно нельзя по национальному признаку, а у нас до сих пор говорят, что ну, в Америке тоже ведь японцев депортировали. Так всем японцам вернули имущество, они все вернулись на свои места. А у нас депортированные народы, которые они только в 90-х годах их вернулись, и им имущество не возвратили. До сих пор многие народы, финно-угорские народы, так и не признаны репрессированными. Хотя почти всех финнов уничтожили. В Карелии какое там было уничтожение. А сколько было репрессий против всей элиты всех финно-угорских народов. И мордвий, и удмуртов, и марийцев. И до сих пор они не признаны репрессированными народами. И им не вернули имущество. Им до сих пор у нас мордвы меньше, чем жило в 30-х годах. То есть какой ущерб нанесен государством советским, в том числе финно-угорским народам. Все правильно. Подписывайтесь. Все правильно. Но это ведь мы привыкли только ругать. Те же Штаты, что у них все там плохо, все это не так, все они такие агрессивные. А вот то, что делается, нужного, полезного, положительного, об этом молчок. Никто не говорит. Кстати, евреи тоже сколько взыскали за Германии за то, что был Холокост. Все это в рамках закона. Но у нас закон, я все пишу, это дышло. Куда хочешь, туда и вышло. Контрастный переход на вопросы. Вот у нас они слиты, наши темы, с любовью. И вот давайте начнем вообще с вашим пониманием, что такое любовь. Вы большую жизнь прожили, много и написали и текстов, и много размышляли над этим. И вообще вот многие сомневаются, а есть ли любовь? Разумеется, любовь есть. Это определенно, это однозначно, это есть. Не только есть. Этой любви придается в средствах массовой информации, в литературе, в искусстве, в театре такое значение глобальное, такую силу придают этой любви, что вроде бы, любя, можно жить ни о чем не думая, не беспокоясь. Кто подсчитает, сколько романов написано, сколько поэм написано, сколько театральных постановок поставлено, сколько опер написано, романсов, песен и так далее, и так далее. И все хвалят это действительно красивое, интересное чувство. Ага. Это чувство естественное, как и вся наша жизнь, как и наш... Да, правильно, все правильно. Естественно, тут споров нет. Но дело вот в чем. Любовь-то любовь. А давайте заглянем в статистику. Так. Что там творится с этой любовью? Что? Ну, казалось бы, уж есть такая всесильная любовь, и жизнь на земле должна цвести. Но статистика опровергает эти цветы. Не хочет знать даже. Скажем, в 2018 году по статистике, по нашей статистике Росстата, число разводов составило 86% еще с долями. 86, то есть практически почти все пары распадают. Ну что, вольному воля, хочешь, так живет, так же. Но появляется еще одна душа, ребенок. А этот ребенок один останется без отца, с одной матерью, единственной. И какое воспитание получит этот ребенок? Я не говорю, что это 100% будет брак воспитания. Нет, отдельные матери могут воспитать действительно достойного человека, но большинство не могут создать такого человека, который бы удовлетворяло общество. Большинство детей этих в будущем попадают за колючую проволоку. Это факт. Я читал когда-то статистику Пыкова и прочее, прочее. Едем дальше. Это число разводов. Теперь число
внебрачных детей. То есть, так, найденных детей, как говорят. Их составило в 18 году, правильно, 22,6%. Какова судьба этих ребятишек? Кто угадает, кто даст оценку, куда приведет? То же самое, это матери-одиночки в основном. В детали мы не вникаем. И, естественно, судьба этих детей не розовая. Куда приведет их, трудно сказать. Как наши обои. Как, Ага. да. Далее, интересный факт еще. Матери-одиночки меня интересовали. Сколько их у нас в Мордовии? Сколько? Сколько? Не скажешь сколько. Официальной статистики нет. Дело вот в чем. Одиночками по закону называются те женщины, которые вступали в брак. Они одиночки. А те, которые 22% родили вне брака, они не одиночки. Для одиночек определенные субсидии дает государство, поддержку, а вот те, которые родили вне брака, им ничего нет. Так сколько же все-таки одиночек? Я прикинул, если учесть число разводов и число рожденных детей без свадьбы, то примерно составит это, процентов 50 отступивший брак. Это 50%. Это жуткая картина. Жуткая картина. И еще вот у меня наблюдения такие, житейские наблюдения. Как трудно воспитать одного единственного ребенка. Как избежать избалования, коль не в тему дать избежать. Ведь когда один ребенок в семье, все для него. Яблоко, вкусная пища, одежда, все. И просто невольно этот ребенок растет потребителем и эгоистом. Все для меня. Все это творится в семье только лишь для меня. И вот такая черта потом закладывается в характер этого ребенка. Когда трое, придется делить на троих. И надо смотреть, кому больше, кому меньше. Чувство состязания возникает, уважение возникает. И само собой. Младшему надо больше давать. Да, дальше. Ладно. Вот Евгений один Владимирович, ребенок. А подождите, а вы-то почему? Вы были одним ребенком в семье? В семье? Да. Вот в моей семье Да. нас было 5. А, 5. 2 мальчика и 3 девочек. Все. Ну, теперь остались мы 2 с братом. Все это. Но дело не в этом. Дело в том. Вот один ребенок. Это сложность заключается не в том, что еще там развиваются нежелательные струнки в характере, а дело в развитии. Я вот наблюдаю за этими одиночкими детьми, как они мучаются. Им не с кем общаться. Понимаете, вот дикость какая-то, не с кем общаться. Со взрослыми это не то. У них свой мир, у взрослого, у детей свой мир. Нет единения между ними. Поэтому в семье надо иметь минимум 2 ребенка. А лучше 3. Это лучше. Я однажды никогда не забуду, ехал в троллейбусе на технику домой. Вот впереди в кресле сидела женщина, а перед ней у окошка 2 девочек. Ну, разница 3, может 4 года, может 2 года так. Вот пока мы ехали туда целый час почти, они беспрерывно, не умолкали, разговаривали между собой. Что это дает? Развитие языка. Элементарно, проще простого. А у нас, к сожалению, нет этого. но единственные дети могут пойти на улицу, там море друзей, знакомых, которым тоже не с кем поболтать. Да, в какой-то степени это верно. Вот Михаил, мой двоюродный брат Минька Йогани, писал, нужны ли детские садики.
Он сказал, не нужны. Да, не нужны. Если в семье 3 детей, или 4, да, допустим, это уже микросадик. И там не обязательно воспитателя, просто чтобы мать была и отец, чтобы были элементарно образованы, педагогические. И садики не нужны. Но из-за того, что у нас в семье 1 ребенок, садики как край нужны. Нужны для общения, для развития. Вот. Ну, улица теперь не деревня 60-х, 50-х годов или 40-х годов. Там у нас ребятишек было куча, мы собирались, мы играли, мы дрались, мы все делали. Все. А теперь единицы их. Нет, даже на улице собрать детский коллектив сложно. Одинокий ребенок. Вот такая проблема у нас с воспитанием. Что делать? Вопрос возникает. Ну, что делать? Надо больше пропагандировать вот эти идеи, куда мы идем, что надо делать. Вот и моей идея у меня такая. Надо готовить будущих родителей до семьи, чтобы хотя бы азы семейного воспитания, семейной жизни хотя бы знали. Вот я все вспоминаю свое детство и свое юношество, и как женился. Да я вообще представления не имел. Хотя жил в семье, а о будущей своей семье я представления не имел. Ну, самый простой вопрос. Какая разница должна быть в возрасте среди детей в семье? Я пришел к выводу. Надо, эта разница, чтобы было 2-3 года. Дальше уже недопустимо. Но 4 года, но 5 лет. Чем это я объясняю? Это очень просто. Ребенок развивается до 5 лет. Дальше уже прибавка дольше. А так-то 80% информации начинает ходить, говорить, видеть. 80% уже до 5 лет осваивает. Вот поэтому-то надо вести пропаганду именно вот семейной жизни, семейного воспитания и готовить родителей, будущих родителей готовить. Ну хотя бы азбучные, педагогические. Но удивительно, у всех дипломы все знают, но никакого определенного воспитания в этом плане нет. Я когда гуляю там у себя на Химаше, а там у нас же молодежь в этих домах всех новых, все с ребятишками, я у всех спрашиваю, кто вас готовил к семейной жизни? 90%, ну примерно это сугубо, отвечает мне никто. Многие еще более-менее отвечают в семье там, мать готовила. А так, чтобы школа, университет, об этом и речи не может быть. Кстати, когда преподавал в университете, на 4-м курсе, на 5-м курсе пытался заводить разговор на эту тему между лекциями, когда это там во время перерыва. Никакой проблемы у 4-5-курсников на этот счет нет. Им давали, я почитал, то ли 50, то ли 55 всяких предметов. Начиная с научного коммунизма, политэкономии и прочих вещей. Но ни одно слово не было сказано в ВУЗе о будущей жизни этих молодых людей в семье, в доме. Ни одного слова. Ни среди преподавателей, ни среди студентов. Это, вот для меня это просто непонятно. Как это так может быть? Вот так вот. Вот я считаю это самым главным воспитание будущих поколений. Все у меня. А перед тем, как перейти к более уточняющим вопросам, я вас прошу в течение минуты на рязанском языке подвести итоги. Какие бы вы советы дали, вот, допустим, ирзянам, как нужно относиться к любви, как нужно воспитывать детей, как нужно серьезно относиться к семейным вопросам. Да. Минутку. И перейдем дальше. Хорошо говорю? Да. Да. Vasnäjäkiset, eli tonavnims,
эревесь ламу волнумс читать. Кода мон чарькодин, ты мезяк алонусада, аланда да. Тельман куртан синькулну, монь тешксем каршу, кода так, мелявкс арасть, кужроста. Вот монь йонгскесем страничке 215 или 220 участниц, в основном участниц, в одноклассниках. Ну, а кто со мной переписывается? Ну, 10-15 человек, не больше. Ну, 20 пускай. Ну, пусть 30, где 30 нет. А остальные тьма. Мгла. Как это так? Ну, ладно, я не жду 100%, ну, хотя бы процентов 50. Должны интересоваться, чем живет народ. Ломать не имеет сорить, эльзать не имеет сорить, мезеревитеемс. Ну, танчак ми кортник кудраски деньги, семья деньги. Месяце смоле. Кауксенгемен кота процент ломать не явить. Явить аольш камост, а кадыть эйкакшт. Эйкакшт накасыть скамост. И месяце личный тейкакшт де тынь сюда тогда. Мейле. Тетя утомавал, дома салава, а вот не чачнить комч кауто, да котсо пелькс процент эйкакшт. Внебрачные дети. Комч кауто процент. Арсиде мязите корты цифрась. Мейле ламу пек, скаму ставать неде. Конат не трить, вейки эйкакш. Вейки эйкакшось, ёутница, эзи ёутаруск, эрзекс ёутасан. Вейки эйкакшось, а эйкакш. Улистям волмерикс. Кауто эйкакшне, тепель эйкакш. Анся колно эйкакшне, те эйкакш. Тедебашка, две секунды, тедебашка. Улистям волмерикс. А ось чачни. Тейтернесь касты. Чарко деде. Лекс ёлтади. Эреве чачтумс минимум кауто эйкакш. А селевадря кормлен колма эйкакш. Колма эйкакш. Вейкент кастумс кемик седистака колма инкорес. Сикскак чачтума колма эйкакш. Ну, не ламот из тебя медиуты, киля ревандом, ярмак тасаты, ну тебя сятево. Не деньгами сиет, если арасить ярмак, то ярсам самясь, очачнись. Они эти пялить, если все. Иначе долго будет. Да, Евгений Владимирович, а вот как правильно любить родину, отчизну? Родину, да. Но то, что Родина нередко является предметом спекуляции, это я уже говорил. Но любить Родину – это не значит только уметь служить в армии, защищать Отечество. А защищать Отечество без оружия, без автомата защищать надо. Ну, вот тут раз я говорил об этих мусорных ящиках. Все туда бросают подряд. Идет, бросает сумку и идет дальше. Не сортируют. Это что, любовь к родине? А какие-то затраты внесет, потом последствия какие? Куча мусора возрастает, горы мусора возрастают. И они не тлеют, эти пластмассовые. Ну, думать должен человек, что это моя родина. Должен думать. Вот в чем заключается любовь к родине. И кроме того, Родина еще, и кроме всего, это знание истории, знание культуры, языка, обычаев, характера. Это тоже Родина. Без этого Родины быть не может. И это просто будут вместо патриотов жить в этой Родине, как сказать, олимпийские равнодушие. Вот и все. Так, еще что. А вот теперь полминутки к эрзянам обратитесь. Что вам кажется для них и в целом для жителей Мордовии, что значит быть патриотом Мордовии, эрзянского народа? Благодаря. Что значит быть патриотом своего народа? На эрзянском языке. Эрзянского народа. Да. Ну, мнуш еутыя, эревесили ламу волнумс, и теем сили культурный ломаникс.
Седеламу содычакс, куда мерить образованныйкс, сестец он кармат лияк сваному, мирень мастерон банкс, лият превуть карме сому, а ней апаклоун, апакуану, и апактей мяченькак, мязе пару алисе. Вот мядьмон меревлин. Ловным среве, ловным, скеляс так, ну, аудиокнига не являет, ловным, тоста, интернет ловным, деревохода сулетней, ловным. Да и интернет им тоже. Да тоже пек пару интересный материал пилить. А оля мал ксимкат, баланкат, куда мерить. А интересная тема. Саиди, муиде. Вот, артист наде, мурот наде, пекламу. Да мон теж ксимгак, мон койсе аулише си береть. Ули мезь словнумс. Улица со йонкс мезь кортове. Секскак? А на тех мезь мерян. Вот вы сказали, что раздельный сбор мусора приводит к тому, когда мы не соблюдаем вот это правило, самому отвечать за раздельный сбор мусора, это приведет к тому, что будущее поколение будут убирать миллиарды тонн пластмассы, которая замусорила наше поколение, планету. И это наша любовь к родине проявляется к тому, не обременяем ли мы будущее поколение уборкой за нами. А вот вообще, как нужно любить природу? Вы как тоже вот полжизни посвятили изучению природы. Как нужно любить на этот ее? счет я бы еще и так сказал. А придется ли будущим поколениям убирать? Будут ли эти будущие поколения, к чему идет планета? Трудно представить. Трудно представить, если то, что мы сегодня делаем, может, ну вот, не надо выходить даже на улицу, что творится с погодой. Это же катастрофа. И к чему это может привести? Можно догадаться. Зайдет все северные территории, куда-то надо мигрировать куда-то, появятся разные иные болезни, причины и прочее. Может вообще, Бог знает, как бы еще не изменилась скорость вращения планеты, как бы ось не сместилась насколько-то, к чему это может привести. Поэтому не надо дожидаться, когда будущие поколения за нами будут убирать. Не надо допускать то, что делаем мы сегодня. Сортировать этот мусор же проще простого, ничего не стоит. Ни денег, ни желания, ничего. Одно желание только. И все. И вот тогда мы не будем будущим поколениям наказывать, чтобы они за нами, за наши нечистоты выбирали они. И в том числе мы вот с вами и вместе с партией «Яблоко» призываем не видеть во всем мире врагов, потому что у нас сейчас, если официально верить, у нас, получается, весь мир нас ненавидит, и поэтому мы ведем против него войны. По всему периметру границ у нас солдаты умирают и убивают иностранных граждан. Может, этим мы тоже можем уничтожить нашу планету? Разумеется. Ведь, кстати, вот расскажите, пожалуйста. О природе, об экологии. Но мы воспринимаем эту экологию как-то, нечто цветочки сохранять. Правильно. Красная книга флоры, красная книга фауны. Есть. Надо сохранять, никто не говорит. Но экология не в этих цветах. Экология в танках, пушках, самолетах. Сколько тратится туда энергии, электричества, это же миллиарды. Сколько топлива, сколько газа, сколько нефти тратится на то, чтобы их произвести. Это же фантастические цифры. Вот где экология. Прекратить гонку вооружения, прекратить все эти события, военные действия, и экология вздохнет свободно. А теперь только слышен стон от пластмасс, стон планеты. Вот к чему мы пришли. Вот это и есть экология. Вот надо с чего. Ну и вообще экономить надо больше. Кстати, вот для чего, мне это непонятно. В 21 веке ввели такую вторую массовую насильственную христианизацию. Непонятно мне. Для чего нужно было ставить на каждом перекрестке купола с церквями? Непонятно мне. Ведь они пустуют, эти здания, они не нужны. Ни 17 век сейчас, ни время инквизиции, там 16-15 века, 21 век, век атома, век электроники, век телефонов, сотовых, все.
ничего не остается от религии, абсолютно, абсолютная там пустота. И для чего все это? А ведь потрачены миллиарды или триллионы потрачены. Зачем? Я хоть сам атеист, но мы не имеем права запрещать им ставить свои вот, духовные объекты, если они, пусть даже они мало посещаемы, но если им хочется тратить деньги на пустующие здания, вот культурные вот эти объекты, мы не имеем права им запрещать. А иначе они нам будут запрещать ставить... А кто запрещает? Я же не запрещаю. Да. Вот, кстати, вот фонд спасения итальянского языка, общественный фонд. Церковь тоже общественная организация. Но почему им выделяют эти миллиарды? Непонятно. Пожалуйста, строй ты на свои деньги, но не за счет бюджета же. Хотя там они скрывают, там они насилуют этих богачей, выделяют деньги, прочее. Но это тот же самый бюджет. Какая разница? Вот я напротив горсовета 4-этажное здание епархии, Мордовской епархии. Это один только мизерный такой пример. 4 этажа пустуют. Пустуют. Зачем? Непонятно. И еще, вот интересная мысль. Может, я уж повторяюсь. Пожалуйста, тогда мне напомни. Меня давно, наверное, я повторяюсь, давно, еще в 70-е или 80-е годы заинтересовала система отопления. Повторяюсь, нет? Не помню. Да. Система отопления. Такая штука. Я писал тогда в Советскую Мордовию такую статейку. Как это понять, что температура в помещениях, которые пустуют или которые оставляют на многие дни, сохраняется, не меняя. Понял? Нет вопроса. Понял. Ну, может полопаться внутренне, если снижать температуру. Вот слушай дальше. Вот такой эпизод был. Ехал в Финляндию. Я уж чуть-чуть. Со мной ехал доктор наук профессор с Бауманского училища. Но я понял этот вопрос. Я говорю, это же как же так? Уходишь в отпуск на месяц, оставляешь те же 28 или 25 градусов. И каникулы идут, школа не занимается, театр не занимается, не работает, температура та же. Он мне говорит, да я уже, уж не помню сколько, 10 лет как перевел в своем доме отопление на компьютер. Все у меня регулируется. Ухожу в отпуск, я перевожу на 5 градусов. Утром ухожу, ставлю на 10 градусов. Вечером прихожу, ставлю на 28. Управляет у меня компьютер. Умный дом. Умный дом. И вот теперь напротив меня 17-я школа. Самая крупная, там то сколько тысяч квадратных метров, километров, не знаю. Вот спрашиваю, регулируется, нет температура? Нет. А сколько таких школ у нас на Руси? Или в Руси, на Руси? Сколько таких школ? Бесчисленное множество. То есть наша система отопления, если я ошибаюсь, я прошу прощения. Расточительно. Расточительно, и мы топим небо. Отсюда может быть в какой-то степени, и потепление планеты может быть, в какой-то степени, я не ручаюсь. Основная причина потепления – это озоновый слой, верхний, там, углекислота. И не буду, но может быть и это повлияет в какой-то степени. И вот это вот проблема. Ну неужели, хотя бы кто-нибудь в Мордовии занялся этим, вот, исследовал бы. У меня нет возможности и времени то, и года не те. А вообще-то пройтись надо было и удостоверить мои слова. Неужели и сегодня это так, что эта громадная школа, уходя на 2 дня в отпуск, оставляет 25 градусов тепла. Это преступление, я больше никак не назову. Если это так, конечно. Я не могу полностью это. Может, кто-нибудь там регулирует, там, не помню. Ускоряемся, осталось мало времени. Любовь к труду, и в частности к творчеству, к искусству, к литературному творчеству. Но любовь к труду, понятно, это когда в семье 2-3 ребятишек, а то и 4. А когда один ребенок, да одна мать,
Мать – это ведь мать, материнское сердце, жалко его, детеныша своего. Надо за ним ухаживать, постель заправить, отходы вынести, одеть, обуть, помочь в знаниях, помогать решать задачи и так далее, и так далее. Поэтому, еще раз повторяю, 2-3 ребенка в семье обязательно. Я по-ирзянски сказал и по-макшански. По-русски скажу. Есть пословица. Один ребенок – это не ребенок. 2 ребятишек – это полуребенок. И только ребенок, когда 3. И там даже есть, я уж не запомнил, 4, когда тоже есть такая же. Это действительно так. Это действительно так. Вот. Ну и еще одна пословица. Мать рожает, сестренка воспитывает. То есть интервал родов должен быть определен, как я уже сказал, 2, 3, 4 года. Все определенно. Ну что еще? А вот к искусству, к К творчеству? искусству, это вот я несколько сомневаюсь, как это дать, какой ответ дать. Все-таки эта любовь, она и не любовь как бы. Она рождается с ребенком, склонности к этому искусству. Я читаю этих художников, Рубеля и прочих, вот, не знаю. Ну, конечно, может так быть. Природа дала какой-то талант, а ты пренебрег этим талантом и погубил. Вот я считаю, вот сколько таких людей, которые одаренные были от природы, Богом, но не сумели сохранить этот талант. Ну, Яуша, например. Это же уникальный голос. Уникальный. Действительно, это что-то с Карузо можно даже сравнить. И что? Из Москвы его все-таки отправили. Почему? Потому что он вел такой, ну не хочу я плохо говорить, это любимый голос мой, но что есть, то есть. Что есть, то есть. И не только один, таких ведь много. Это значит, у людей не было любви к своему таланту. Не только талант, природа, это которая дала тебе, сама природа, но еще и надо уважать, любить этот талант. Вот так я отвечаю. И вот у нас буквально пару минут осталось на последнюю тему. Вот вы разделили межличностную любовь на до бракосочетания, после брака и платоническая любовь. Как вы их разделяете? Эх, вот да. Дело вот в чем. Недавно мне попалась выдержка из какого-то источника. Там говорится, что по существу любви в семье нет. Любовь только до брака. Суровые слова, может, неверные, но в какой-то степени они отражают правду. Это ведь когда в молодости, когда люди сходятся, такие чувства разгораются, что луна кажется с колесо огромное, ноги вроде бы и не твои шагаешь, а летишь, а глаза кажутся глазищами, так они и манят, так и все. Это любовь. Это на таком психическом уровне даже. Вот гранатовый браслет знаменитый этого. И таких и Ромео и Джульетта, разные из этой серии. А Отелло и Дездемона, разве не из этой серии, доходят до убийства. Это на психическом уровне сейчас срабатывают эти нейроны. Это крайности. Ну, а в принципе, конечно, такая добрачная любовь, она действительно розовая и кажется такой неимоверной. Да я сам помню все это там. Так и крутится в голове, так и крутится этот образ, эти глаза, эти губы. Никак не можешь расстаться от них, отвязаться от них. А платоническая? А это вот Платон знаменитый, он пропагандировал не физическую любовь, а идеалистическую. То есть на идеях, на близости людей идей, на идеях близость. Вот это он пропагандировал, все его учение было. В какой-то степени это все верно, конечно. Конечно, люди, сходящиеся, должны быть и идеально
примерно идентичны. Они просто так, совершенно разные. И это обеспечит в какой-то степени гармонию в будущей жизни. Вот. Ну вот и в двух словах: до брачная любовь и послебрачная. Конечно, послебрачная это должно быть уважение, работа, помощь. Как-то любовь должна быть, но не в такой форме, не в таких красках, пылающих красках, как 17-18 лет, как у Ромео и Джульетты. Не может быть. И вот такой взгляд у меня. И вот у нас осталось полминутки. Евгений Владимирович Четвергов. А теперь, пожалуйста, по-рязански попрощайтесь до следующего нашего интервью с нашими зрителями. Вастамазанок вечкивик сэрезят. Арсентенк, шумрачи, пару мельть, пару тевить, дыхновяк, мирян, ловнум седе лама. Именно ловнум астун теви ломанец. Вот летстинг Максим Горький, Эрзеульнись, Авантуйонда, Коста Сайзе, есть оно, европейская культура, ловнум содомочитнень, чарькодию книга, что ловнум аста. Он восемь поэтому ле. Ну, весело.